Здравствуйте, меня зовут Бермет Барктабасова. Я гражданка Кыргызской республики. Я горжусь тем, что я родилась в свободной, независимой стране. Я горжусь тем, что я живу и работаю в свободной, независимой стране, в правовом государстве. Я медик. И, к сожалению, в большинстве своем медики не знают ни своих прав, ни законодательства, ни прав пациентов, прав человека, ну и так далее. Это плохо, потому что самое ценное у человека – это права и его свободы. И вот сейчас нашей медицине очень сложно, потому что мы повсюду видим угрозу разрушения принципов профессии, благородной профессии, принципов нарушения этики профессии. Очень сложно сейчас всем медицинским работникам, когда руководители попирают медицинское законодательство, трудовое законодательство, ну и составляют уже угрозу для государственного строя. Разрушают доверие населения, разрушают доверие к медицине. И поэтому даже создание независимого медицинского профсоюза, основанием для этого послужили те грубейшие нарушения прав медработников, про нарушение трудовых отношений, когда уполномоченный ответственный орган Министерства здравоохранения, призванное обеспечить условия труда для медицинских работников, чтобы они занимались охраной здоровья населения, наоборот, создает такую ситуацию хаоса, безысходности, депрессии и совершенно непонятных действий, которые к медицине не относятся. Поэтому происходящие в последнее время события непозволительно молчать. Непозволительно молчать, хотя и медицинская среда относится к самой просвещенной прослойке населения. И одна из самых главных миссий системы здравоохранения – это просветительская. Это во имя жизни и во имя свобод человека, прав человека. Вот сейчас все это стоит под угрозой. И я согласилась на это интервью, хотя это очень морально тяжело. Все, наверное, видели последнюю встречу, когда игнорируют не только своих подчиненных или свои подведомственные учреждения, но игнорируют уже и голос общественности, игнорируют независимых экспертов, те, которые не сдавали медицину и продолжают в ней работать, несмотря на все тяготы. Добрый день, уважаемые представители СМИ. Я пришла сюда, меня пригласил Алмазбек Осмоналиевич, но я пришла сюда не защищать Исманкулова, поскольку Кудайгаш Угур, он молодой, здоровый, сильный и сам в состоянии себя защитить. А я пришла для того, чтобы вот эту площадку использовать, чтобы задать вопрос уважаемому президенту Садыру Джапарову, руководителю правительства Акылбеку Джапарову, руководителям компетентных органов, чтобы они ответили мне на вопрос. Кто-нибудь из вас, наконец, остановит вот ту вакханалию, которую устроил министр здравоохранения Бишаналиев, для которого, как вы уже поняли, не существует ни норм этики госслужащего, ни понятия морали, чести, достоинстве, которому, видимо, совершенно непонятно, что существуют такие элементарные понятия, что детей, женщин и стариков обижать нельзя, уят, которые используют, как вы обратили внимание, ненормативную лексику, я бы сказала, уркаганский какой-то жаргон, и оскорбляет заслуженных людей нашей страны. Почему до сих пор не ответил никто на наше обращение, которое подписали, извините, не на помойке найденные люди,
а ученые с мировым именем, представители науки, культуры, искусства, депутаты действующего парламента, подписали люди, которые всю свою жизнь отдали служению Родине. Почему до сих пор они молчат? И вот благодаря этой площадке я хочу достучаться до властьпридержащих. Кто нам ответит за вот то, что творится в нашей стране сегодня? В противном случае мы можем считать, что их молчание – это знак согласия, что они совершенно согласны с тем безобразным поведением, которое сегодня демонстрирует нам министр здравоохранения Бишаналиев. Я с детства помню такие слова Бруно Ясинского. «Не бойся врагов своих. Самое страшное, они могут убить вас. Не бойся друзей своих. Самое страшное, они могут предать вас. А бойся равнодушных. Именно с их молчаливого согласия в этом мире происходят убийства, преступления, насилие, и предательство и все остальное». Поэтому я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей в социальных сетях. Сейчас нам звонят и пишут из России, из Америки, из Швейцарии, из Швеции, отовсюду, которые говорят, что у вас происходит вокруг Акрамова. Что это за министр здравоохранения, который позволяет себе такие вещи? Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу, еще раз повторяю, я хочу дождаться сегодня ответа от властьпридержащих. Что будет сделано с взорвавшимся чиновником, с министром, который является проводником политики президента в системе здравоохранения? Доколе наш народ будет терпеть таких чиновников? Кроме того, уважаемые коллеги, я хочу внести некоторую ясность. Эрнст Хашимович Акрамов никогда не выбивал себе никаких наград, никаких званий. Все это делали его коллеги по больнице, друзья и так далее, и так далее. И вот это обращение к президенту о том, чтобы имя Эрнста Хашимовича Акрамова, героя Кыргызстана, было присвоено Чуйской областной больнице, это не его инициатива. Более того, я вам скажу, он до сих пор не знает об этом. Это мы, группа депутатов, его коллег по 4-му созыву, это группа людей, которых он прооперировал, которым спас жизнь. Это они обратились к президенту. Большое письмо с подписью там 35 человек. Мы написали это письмо 2 года назад президенту. И Бишаналиев тормозил подписание этого письма до последнего. И тем не менее он его подписал. Он сейчас открещивается, ссылается на своих там помощников, там, что он их уволил. Да это подсудное дело, если помощник или этот подделал его подпись. Была его подпись. Более того, все документы собрали на комиссию по наградам. И, значит, в последний момент уже даже замминистра здравоохранения приехал в больницу и сказал: готовьтесь, коллектив собирайтесь, сейчас присвоят звание, будем, значит, это отмечать. Банкет был назначен. И убирают эти документы. А теперь он говорит во всеуслышание, что, значит, подделали его подпись. Он лжет самым натуральным образом, он лукавит. Кроме того, я хочу сказать, что сегодня не совсем правильно поняли в соцсетях обращение, до нас было сделано, где говорят о том, что у Акрамова ни квартиры, ничего нет. Есть у Эрнста Хашимовича Акрамова квартира. Маленькая квартирешка на Моссовете, но она есть. И он никогда не обращался к власти за то, чтобы ему дали какую-то квартиру. Не нужна ему квартира. Его дом, его квартира – это его больница. И он вчера в интервью объяснил, почему он живет в этой больнице. Потому что он и ночью, и днем оперировал там. Сейчас, конечно, он, может быть, по ночам не оперирует, а днем он стоит у стола и оперирует, консультирует. Да, и благодаря вам, может быть, как-то сообщить всем гражданам нашей страны, депутатам Горкинеша, Джогурку Кинеша, неравнодушным жителям нашего Бишкека, которые говорят, готовы предоставить свою квартиру старику, немощному, значит, несчастному врачу, которого выкидывают из Чуйской областной больницы, пусть живет у меня. Дальше я хочу сказать, что обвинение в национализме
и сексуальных домогательствах. Чуть ли не Акрамов у нас сексуальный маньяк, он у нас половой гигант, оказывается. Это вообще безосновательные, бессовестные обвинения. Что ж ты, смелый министр Бишеналиев, 40 с лишним лет молчал, когда, значит, ему присваивали звание Героя Кыргызстана, когда ему, значит, награждали его высочайшими наградами страны? Что ж ты молчал, что он националист и что он сексуальный маньяк? Где ты был все эти годы? Почему ты сегодня только, значит, это говоришь, когда 85-летний старик не может тебе дать по морде, извините? Поэтому я считаю, тогда у него кишка тонка была так сделать. А сейчас, конечно, можно 85-летнего старика вот так вот об него ноги вытирать. Потому что он чувствует свою безнаказанность. Потому что он чувствует, что его поддерживают, что за его спиной кто-то стоит, кто его поддерживает. Еще один вопрос я хочу, чтобы вы знали, потому что вокруг этого всего ходит много всяких домыслов. Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии при Министерстве здравоохранения, который создал Эрнст Хашимович Акрамов, он действует уже свыше 10 лет. И там идут колоссальные научные разработки, в которых принимают участие Новосибирск, Алма-Ата, Казань, Волгоград, Ульяновск, масса городов. Сегодня идут звонки, значит, в больницу. Что случилось? Почему закрыли? У нас научные проекты. Мы осуществили свыше 6 научных проектов. У нас научная конференция скоро. Акрамов заявлен там как выступающих. Что у вас там случилось? Почему закрыли этот центр реконструктивно-восстановительной хирургии? Вы понимаете, какой резонанс уже получила вся эта история, которую затеял министр Бишеналиев, чиновник высокого ранга? Я хочу сказать еще раз, что Эрнст Хашимович ничего не знает. Он даже не знает, что вокруг него вот такая возня идет. Потому что у него нет телефона с WhatsApp, и ему никто не шлет вот эти наши всякие опусы министра здравоохранения. У него обыкновенный кнопочный телефон. Он не смотрит телевизор, потому что ему некогда смотреть, даже новости некогда смотреть. И поэтому мы ему ничего не говорим. Мы даже ему не говорим, что Эрнст Хашимович, мы создали штаб по защите чести и достоинства вас. Он этого не знает, потому что мы его оберегаем. Он уже 2 инфаркта пережил в прошлом и позапрошлом году. И если мы ему вот это все скажем, если он это все узнает, значит, его точно хватит 3-й инфаркт. И тогда смерть и этот инфаркт будет на совести этого человека. И еще я хочу сказать, что значит, Эрнст Хашимович сегодня не нуждается в том, чтобы министр Бишеналиев приносил ему извинения. Это первые дни мы там, пусть извинится и прочее, прочее. Не надо извиняться Бишеналиеву перед человеком с высокой буквы этого слова, перед народным доктором. Он не достоин даже рядом стоять там с Акрамовым. Не нужны нам его извинения. Мы требуем освободить этого человека от занимаемой должности. Такие люди, как Бишеналиев, не имеют права занимать пост министра здравоохранения. И, как я вам обещала, в конце, в защиту, не в защиту, а просто несколько слов, я хочу сказать, что Алмазбек Осмоналиевич является членом правления Детского фонда Кыргызстана. И господин министр, прежде чем обвинять Алмазбека Осмоналиевича в том, что ты украл у народа, у государства там какие-то деньги, ты то, сё, другое, третье, он бы пусть спросил, а сколько операций бесплатных сделал Исманкулов старикам, людям, значит, без достатка, скольких детей он прооперировал бесплатно. А я, как бывший председатель детского фонда, я сейчас являюсь председателем наблюдательного совета, хочу сказать, что именно детский фонд вместе с Исманкуловым, как членом правления, уже 2 года проводит акцию «Прекрасные глаза каждому ребенку». И за это время, за эти 2 года, мы бесплатно на суперсовременном оборудовании в клинике Исманкулова обследовали свыше 50 детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
бесплатно лечила клиника Исманкулова этих детей. Сегодня мне стыдно перед директорами этих детских домов, которые написали кучу благодарственных писем Алмазбеку Исманкулову. И вот такого человека обвиняют в том, что, значит, он украл что-то у государства. Я прошу прощения, для вас это неожиданность, Алмазбек Османович. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. Много было, конечно, сказано по поводу министра. Еще раз хочу напомнить, что министр, как и раньше, я тоже высказывался, это только позор всей медицине Республики Кыргызстан. Занимая такую должность, работая в течение стольких лет, придя к тому, что ничего положительного он не делает, не показывает, идет только скандалы, идет только высказывание, оскорбление всех буквально людей, с кем он встречается, с кем он разговаривает. Это неправильно. Здесь, если честно, стыдно про него что-то говорить. Это уже он показывает свою нечеловечность, занимает такой пост. Только надо требовать от президента, который поставил его на должность министра здравоохранения, чтобы он его снял, и в ближайшее время желательно, да? Только такие высказывания можно потребовать. По поводу, получается, в целом именно структуре медицины, здесь как бы такой вопрос возникает, именно обращение к гражданам. Задайте себе один вопрос. Вот за период его, получается, деятельности министра, что изменилось, что повлияло на качество именно обслуживания населения? Ничто не повлияло. Я очень много вижу, я очень много хожу и наблюдаю, что как была раньше медицина, еще до пандемии, во время пандемии и после, так и происходит. Как ходят люди делать компьютерную томографию в частных учреждениях, так и ходят. Нету, еще до сих пор не завезли элементарную томографию, которая в пандемию показала, что она была очень сильно нужна. Почему именно элементарные вещи министерство не может сделать? Почему? Вот буквально я только вчера смотрел ребенка, вот нуждался он в ЭХКГ, есть такое, то есть исследование, УЗИ сердца называется, да? УЗИ сердца отправляется по всему городу в кардиологическую больницу. Единственное, туда только можно отправлять, и то почему-то там цены повысили. Почему повысили цены? Было 460 сомов, стало сейчас за 700 сомов. В частных учреждениях за 1000 сомов стало это исследование. Почему это не делается? Почему не принимаются элементарные вещи? Это действительно элементарно. Это УЗИ, это не какой-то ноу-хау, чтобы сделать. Оборудование стоит, можно купить оборудование. 20-30 тысяч долларов, обучить персонал, который сейчас сидит в каждой поликлинике, каждый, который делает УЗИ элементарных всех органов. Можно сделать это? Не делается это. Почему это не делается? Почему сейчас вот за то время, за правление Бишеналиевым мы приходим к тому, что обсуждаем вещи, которые оскорбляют каждого человека. Это же неправильно, это стыдно для всей страны. Как президент не может это понять? Уже надоело это говорить. Мы здесь все уже сколько общественности пытаемся донести, как будто нам делать нечего, да, это говорить. Идите, спуститесь, я уже надоело мне. Президент, идите, спуститесь вместе с министром, в жилмассивы, в Новостоке, что там творится? Интернета нету, вы говорите, электронная запись. Нету интернета, компьютер на весь ГСВ, компьютер один стоит. Вы что делаете, Этот интернет, портал вы сделали еще до пандемии. До сих пор его не закрыли, получается. Что там, в центре пару поликлиник поставили и все на этом? Ничего подобного.
Не улучшилось, не улучшилось. Задайте себе вопрос. Элементарно, граждане Республики Кыргызстан, задайте себе каждый вопрос. Вы как ходите туда, деньги тратите на... И то те анализы, которые надо, которые делать в государственных учреждениях, вы половину сдаете в частных лабораториях. Или я неправильно говорю? Подумайте об этом. Уже пора, надо что-то решать. Это же все-таки вы... Некоторых, я вот читаю в комментариях, да, аплодируете ему за то, что он снимает того или иного с должности директора. И что будет? Что будет? Зашел я в этот Баницто бывший. До сих пор нету ни отложки там. Зачем это тогда открывать было, скорую помощь там? Скоро будет. Ничего там не будет. До сих пор там томографии нету. Все платное там. Мой коллега, когда во время пандемии в аварию попал, со своего кармана платил, чтобы сделать ему ту или иную томографию, чтобы исключить какие-то переломы или еще какие-то осложнения. С кармана платил. Пришел там районный администратор, о, как у тебя, все хорошо, и все на этом. Задумайтесь, почему это надо вот, это же не какая-то там новость такая, это везде так. Это во-первых. Во-вторых, повышение зарплаты. В том году кричали, все, на 100% повысили зарплату. Президент говорил, зачем мы повышаем зарплату? Чтобы медики, те, которые ушли, обратно приходили. Никто не приходит. Никто не приходит. Наоборот, сейчас, я вот буквально вчера разговаривал с директором Центра семейной медицины номер 1. Оказывается, планируют еще и сокращать. Это что такое? Планируют сокращать. Вот я вчера разговаривал с начальником ГУЗа. Элементарно два вопроса не может ответить. Пусть соберут. Я говорю, соберите всех, блин. Я всем это в лицо скажу, блин. Что они скажут на это? Ничего не скажут они. Сокращать. Я у него спрашиваю, почему вы хотите сокращать? Ну, раньше на одного участкового врача, то есть семейного врача, обслуживание было 1700 человек. А сейчас 2000 стало. Плюс еще нагрузку дали. Вот тебе и на. И сократят они. Так о каком речи будет обратно приток? Нету притока. Чисто пошел, чисто вот хотел проверить, хотел устроиться на работу, якобы я безработный, вот давайте примите меня на работу, да? У вас есть, спрашивает, сертификат семейного врача? Я сказал, нету. Много очень коллег, которые ходят сейчас без сертификата семейного врача. Я сказал, нету. Ну, тогда и не надо нам вы. Представляете? Вот так. Ну, идите тогда, пока что получите семейный врач сертификата, потом придете, мы еще подумаем. Это что такое? Увольняют. Вот бывший ЦСМ-11, врач, хороший врач Макаров, заставили его уйти с работы, потому что у него не было семейного врача сертификата. Спрашиваю у Рахматуллаева, он молчит, ничего не знает. Зачем такие нам чиновники нужны, которые от одного вопроса убегают и на другого перекидывают? Ой, иди туда, ой, иди сюда. А ты что сидишь тогда? Ты замминистра, ты что сидишь тогда? Элементарные вещи не можешь ответить. Сколько сейчас стоит, знаете, обучение семейным врачом? Около 70 тысяч сомов. 70 тысяч сомов я вот слышал. Я еще просто не дошел туда, но я слышал от коллег, которые хотели устроиться на работу, но у него не было сертификата семейного врача. Это была женщина, она хотела вот, где я раньше работал, на Дурдое, она хотела на мое место прийти. Ей отказали. А муж сказал, ты знаешь, у меня нету таких денег, прям. 70 тысяч сомов сейчас это колоссальные деньги, чтобы обучиться. И как это понимать? Где здесь стыков нету? Если ты хочешь увеличивать в стране семейности, соответственно надо бесплатно их обучать. Это беспредел, это настоящий беспредел. Один что хочет говорит, кого хочет обзывает, а внизу что хотят, то и творят. И не знает, на кого повесить. Элементарные вещи. Сидят начальники, директора, не знают. Я спрашиваю, кто это придумал, кто это сказал? Ну, я не знаю, вот сверху приказ пришел. Все молчат, все, надо говорить. Уважаемый министр, вот здесь УЗИ-аппарат уже
30 лет давности устарел. Давайте, почему не говорите вот столько где-то еще для улучшения медицины, соответственно, качественно будет улучшаться. Вот это сейчас надо думать об этом. Пережили мировую пандемию пережили. Надо думать, как правильно, качественно помогать людям, а не как правильно и некачественно, и наругательно менять того или иного человека. Это две разные вещи. 2 года прошло. Еще сколько надо ждать, чтобы все-таки услышали и начали принимать всякие меры? Деньги у них нету. Спасибо, Абсамат. Пожалуйста, Бельмет, вы хотели что-то добавить? Пожалуйста, Да, я прошу хотела вас. добавить. Я сейчас перенесу микрофон Раз уж ближе к тема вам. Да. сегодняшней встречи – это правовое государство, то я хотела бы уточнить, что профсоюзная деятельность – это как раз правовые отношения, трудовые отношения между работодателем и работником. То есть я уточню, что профсоюз это не против власти, это наоборот в помощь работникам, трудящимся, чтобы они знали и могли отстаивать свои трудовые права. И номер один здесь, я поддержу коллегу, спасибо, Бахтияр, номер один это зарплата, это оклад. Вот по данным Нацкомстата, медицинские работники находятся в самой низкооплачиваемой сфере. В самой низкооплачиваемой сфере. За рубежом это, наоборот, самая высокооплачиваемая среда медицинская. У нас получилось, что медики за свою консультацию получают 33 сома по расценкам, которые рассчитали для врача. Что такое 33 сома? Это даже дешевле, чем процедура поставить клизму. Это буханка хлеба. Это за сутки насчитали тем консультантам, которые на выезде до 2011 года, была расценка 11 сомов в час. То есть продежурив сутки, отвечая за жизни людей, человек получит сумму, которую даже сантехникам не дают на бутылку водки, простите. Сейчас любой сантехник даже за выезд возьмет 3000 минимум. 3000 минимум сантехник. Посмотрите, какая зарплата в других ведомствах. В других ведомствах, вот именно Министерство здравоохранения, родное ведомство, добилось того, что уровень зарплаты медицинского работника на уровне холопского труда. Как будто все эти врачи в рабстве находятся у системы здравоохранения. В рабстве. Медицинские услуги далеко, давно не стоят столько, сколько идет сейчас по прейскуранту ведомства и ФОМСа. Эти нагрузки не пересчитывались много-много лет. Никакие перерасчеты не проводились в связи с инфляцией, в связи с ростом населения, в связи с новыми болезнями, с удорожанием медицинских услуг. Никаких этих расчетов не переделано. Любое повышение зарплат – это остается на уровне фокусничества. Фокус-покус проделали, людей в очередной раз обманули. Все население в курсе, что у врачей забирают какие-то надбавки, оплату за другие дополнительные вещи, которые они делали в рамках своей работы, и перекраивают их на основной оклад. Оклад остается мизерным. Оклад остается ниже даже прожиточного минимума, по-моему, если вот сейчас расчеты. И Нацкомстат дает среднюю заработную плату около 17 тысяч, да? Около 17 тысяч сомов. А у медработников она около 10 тысяч. Это еще плюсуя то, что часть медработников получают более высокие зарплаты за высокогорье, допустим, там, за дежурство, за небезопасные условия труда, за сложность там, и так далее, и так далее. То есть основная часть медицинской среды, 70 тысяч медработников, они проживают буквально нищенствуют, можно сказать, нищенствуют. Вот. И посмотрите, что произошло в ковид. То есть тогда, когда все были в панике, умирали, бежали, да, тогда медики стали на вес золота. На вес золота. А когда они спасли,
пережили 3-ю, 4-ю волну, вытаскивали всех в ущерб своему здоровью, своим жизням, умирали медики, болели, то получилось, что сейчас им даже за это не выплатили компенсации. Что им выплатили, это неправда. Огромное количество медиков проглотило, промолчало. А те, кто умерли, они до сих пор, их семьи до сих пор не получили эти компенсации. Тем более в COVID, лечение COVID было объявлено бесплатным. ФОМС должен оплатить был все расходы на лечение COVID. Но медики не только не получили лечение, но и из своего кармана тоже платили, как все. Стояли в очереди и умирали на газонах, как все. Без доступа к медицинской, к реанимационной помощи, к стационарной помощи. И этим людям, которые болели тяжело, даже которые не могли собрать документы, даже те, которые были в возрасте или болели несколько раз и снова возвращались в красные зоны, этим медикам до сих пор не выплатили. И вот снова чем и должен снова озаботиться министр, а не тем, чтобы снова и сводить снова происходит нападение на медицинскую профессию, Спасибо, нападение на этих людей, которые спасают жизни. Спасибо, Бермет. У меня, прежде чем передать слово Алмазбеку Исманкулову, у меня к вам один очень короткий вопрос. Я прошу очень короткий ответ. Все, что вы сказали, это проблема, длившаяся годами и усугубленная Алым Кадыром Бейшеналиевым, либо вот эта вся картина финансовая, печальная, развернувшаяся, это плод его деятельности, в кавычках. Как вы это оцениваете? Вы ко мне Я обращаетесь? к вам, да. Очень коротко. Раз вы затронули, невозможно не коснуться этой темы, когда речь идет о деятельности министра здравоохранения. Это часть его работы, условно говоря. Естественно, эти проблемы не новы. И они копятся. Это зацементированные проблемы, но которые в данном случае усугубились просто чрезвычайным злостным, что ли, отношением к медикам. Медики в медицинских группах плачут. Они говорят, Вы это связываете с Бейшеналиевым? Минздрав, да, министр, Минздрав восстанавливает население против нас. И так нас все ненавидят. Очень обидно. У них многие впадают в депрессии, уходят из профессии действительно и навсегда. Уже не просто поменять место работы, а навсегда уходят из профессии, потому что это унижение, это оскорбление чести и достоинства уже невыносимо. Спасибо большое. Я задаю этот вопрос, потому что тема сегодняшней пресс-конференции – это дискредитация власти и разрушение системы здравоохранения, как итог деятельности господина Бейшеналиева. Я предоставляю слово Алмазбеку Исманкулову. Я хочу обратить внимание, что он попросил, чтобы ему дали слово в последнюю очередь. Ему есть что сказать, и это не будет связано напрямую с деятельностью его. Не, ребята, он сейчас сюда пересесть, сядьте сюда, да, потому что много этих. Прошу. Прошу вас, Алмазбек. Урматтуу замандаштар, мыйзам болбосо мамлекет жок. Азыр биз жашнакай Ноорус майрамынын алдындабыз. Ар бирөөбүз келечегибизди ойлойбуз. Балдарыбыздын келечеги, өкмөттүн келечеги, азыр Кыргыздын элинин келечеги. Мисалы үчүн бизди башкарган өкмөттүн мүчөсү идите вы со своим правым государством десе, демек конституцияны окуй элек ал киши. Биринчи статьясын жакшылап окусун. Бул киши мисалы үчүн сотту мен күтө албайм. Сот болгончо көп убакыт кетет. Ошон үчүн жигиттерди чогултуп барып желкесинен алып чыгарам, тепкилеп чыгарам деген сөздөрдү айтып атат. Андай болбойт. Андай болбойт. Мыйзам болбосо мамлекет жок. Биз бүгүнкү учурда биздин ата мекенибиз, бизге эмне кылалат деп ойлобошубуз керек. Ар бирөөбүз патриот болуп, ар бирөөбүз ата мекенибизге эмне жардам кыла алабыз деп айтышыбыз керек. Мына бүгүн жаш коллегам сүйлөп атат. Мен абдан ыраазы болдум. Эчтекеден коркпой. Өкмөттүн больницасында иштейт. Эртеси күнү чыгарып коюшка мүмкүн да муну. Бирок ар бирөөбүз ушундай болушубуз керек. Ар бирөөбүз ата мекенибизди ойлоп, келе жаткан келечегибизди ойлошубуз керек.
Рахмат. Спасибо большое. Просьба, можно коротко на русском, пожалуйста. Я хочу сказать, что деятельность министра здравоохранения каждого начинается с каких-то реорганизаций. Точнее сказать, это не реорганизация, а это внутриведомственные какие-то изменения. Они происходят и в связи, и в транспорте, везде. Но в медицине в последнее время это все превратилось в какое-то очень такое большое шоу. Все это происходит с участием средств массовой информации. Но, наверное, это просто неполное такое вот умение министра работать. Он, видимо, не очень хорошо читал нашу Конституцию. А в Конституции в первой статье написано, что все-таки наше государство правовое. Если не будут действовать законы, мы потеряем наше государство. Когда министр говорит, что я не буду ждать решения суда, соберу ребят и завтра пойду и все разобью, и выкину, и пинками выгоню, дословно. Это недопустимо. Люди сегодня сидят и молчат. Это называется преступное молчание, понимаете? Мы сегодня не думаем о том, что завтра ваших родных и близких точно так же, без суда и следствия, без презумпции невиновности, объявят преступниками, придут, засыпят вашу входную дверь песком, чтобы вы не могли выйти оттуда. Министр уже договорился до того, что пусть там пациенты, значит, засыпанные песком, голодают, как в Украине. Какая Украина? При чем здесь это? Так нельзя. Если нет закона, то не будет государства. И последнее, что я хочу сказать. Министр не может управлять врачами. Я вам скажу почему. Дело в том, что врачебная среда – это закрытое общество. Там есть свои авторитеты, которых врачи уважают или не уважают. Клятва Гиппократа – это святое для каждого врача. И в клятве Гиппократа написано, что тем более учителя старика разве можно такими словами ругать? Как после этого медик будет управлять врачами другими, если он нарушил клятву Гиппократа? Это просто невыносимо. Такой министр не может управлять такой сложной отраслью. Спасибо большое. Мы переходим ко второй части. Я вижу вопросы. Маша, не торопитесь, делайте заявку. Пожалуйста, прошу вас, представьтесь. Алмаз мырзаға қабіліне тілеген телеканалға. Алмаз мырза, сізге бұға шейін сіздердің компанияға бұға шейін ескертілген клиникаға, анан кейін бүгіндегі ауалыңыздар ғана болды. Мысалы, күн төгіп қойды деді, аны сүрдіңіздер, шығасыздар сіздер, ушул бойынша құқық қорғау органдарына айырылдыңыздар сіздер. Біз 30 жылдан бері елді дарылап жатабыз. Бүгінгі учурда 160 миң кишини дарыладык. Ошон үчүн биз мурдагыдай иштеп атабыз. Біз телевидениеден көріп атабыз күн сайын. Жаап таштады, кетип атат, аппаратурасын алып кетти. Билбейм, биз мургункудай эле иштеп атабыз. Бир айтарым, бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлигинен бир кат ала элекпиз. Бир кат ала элекпиз. Демек, булар иштегенди билеби, документ оборот дегенди билеби, кайсыдыр бир медицинский учреждение менен мамиле түзгөндү билеби. Бир да кат жок. Бирок күн сайын тигинтебиз, минтебиз, кетиребиз, баары кетип калышты, токтоп калышты, иштебей калышты. Эми пациенттер түшүнбөй атат. Барыш керекпи же токтоп калды. Биз иштеп атабыз. Мына азыркы учурда операциялар болуп атат. Очередте турган кишилер бар. Албетте, ушунун баары башталгандан кийин биз биринчи прокуратурага кайрылдык. Азыр прокуратура иштеп атат. Кече сүйлөштүк биз келген жана тергөөчүлөр менен. Биринчиден, экинчиден жогорку кеңешке кайрылдык. Жана этикасы боюнча комитети бар да. Алар ошону карап чыгышсын, андай болушка мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи. Президентке кайрылдык. Албетте, биз пациенттердин кызыкчылыгын ойлошубуз керек да. Спасибо большое. Маша, ваш вопрос? 24 Кичи. Мария Орлова, 24 Кичи, здравствуйте. Вы в своей последнем заявлении сказали, что сообщество врачей – это закрытая достаточно группа, где кого-то уважают, кого-то не уважают. Правильно ли мы понимаем, что Алым-Кадыр Савердиновича в этом сообществе не уважают? Я за сообщество полностью отвечать не могу. Да. Я просто могу вам задать встречный вопрос. Вы знаете фамилию Сабырбек Джумабеков? Ну, да. Вы знаете фамилию Эрнст Акрамов? Вы знаете фамилию Мамакеев, да, герой Кыргызстана? А фамилию вот министра вы до того, как он стал министром, слышали когда-то? Ну вот ответьте на этот вопрос, и вы получите ответ. Спасибо большое. Пожалуйста, представьте. Гульнара, информационное агентство КПСС. Хотелось бы узнать у вас, но мерия же расторгнула договор с вами. Как вы можете это прокомментировать? После этого как вы
Абсолютно правильно. Если человек хорошо знает юридическую практику и организационную, то когда заключается договор, там подробно описывается цена, которую формирует государство, а то потом говорят, мало платят или много платят. В договоре указывается цена. Цену эту определяет Горкинеш и мэрия. Во-вторых, в договоре написано, каковы условия расторжения договора. Понимаете? В мэрии работают высокопрофессиональные люди. Они написали нам письмо, мы попросили их о встрече, мы встретились, поговорили. Там есть технические вопросы. Например, мы полностью сделали в заброшенном здании 25 лет назад капитальный ремонт. Мы поменяли все окна и двери. Старые окна и двери сдали. Теперь, чтобы отдать, конечно, мы уйдем. Когда-то мы уйдем, это же государственное здание. Но для того, чтобы уйти, надо решить технические вопросы. Мы же не хотим оставить дырки от кондиционеров. Мы хотим оставить кондиционеры. Там будут точно так же лечить людей. Сегодня мы лечим глаза, завтра там будет кто-то лечить там, ушки, глазки, там, носы, еще что-то. Там останутся такие же врачи. Для нас важно, чтобы это здание осталось рабочим и было приспособлено дальше для лечения наших пациентов. Мы думаем о наших пациентах будущих. Понимаете? Но эти вопросы решаются не на площади, не в драке, не когда засыпается песком клиника. Это решается в кабинете спокойно с мэрией. Дайте нам спокойно с ними все эти вопросы решить в законном порядке. Там написано все в договоре, мы с ними это все решим. Минздрав не имеет к этому отношения. Здание принадлежит государству, мэрии города Бишкек. Дайте нам с ними решить этот вопрос в правовом поле, спокойно и без истерики. Встреча состоялась? Конечно, состоялась. Когда вы тогда, получается, освободите здание? Решена это или нет? Не слышу, не понял. Когда вы освободите здание? Решена дата или нет? Ну, мы сейчас с ними обсуждаем технический вопрос, чтобы... Вот мы окна и двери, если вытащим, вы представляете себе, что это будет, если из здания вытащить 89 окон? Это же будет здание, как после бомбежки. Но я не могу так сделать. Я же живой человек, несущий ответственность перед людьми. Но я не могу изуродовать здание. Я хочу его оставить в нормальном состоянии людям. То есть с вашей стороны сопротивления нет, мое не отдам ни за что, не существует. Это здание государственное. Ну как мы можем его... Кстати говоря, я хочу сказать, что у нас есть видеозапись, где мэрия подтверждает, что за 25 лет мы ни разу не обращались с просьбой приватизации этого здания. Ни разу. Да. И еще я хочу сказать, что это здание было нам предоставлено государством в рамках частно-государственного партнерства с участием президента, Я была там. с участием министра здравоохранения, с участием мэра города. Как захватил? С министром, с президентом. И идея была в том, что мы будем платить аренду, и это здание окупит само себя. Мы сохраним здание и окупим. За эти годы мы заплатили государству в виде арендной платы $1 миллион США. Это здание сейчас столько не стоит. Оно осталось государственным. Можно построить еще одно здание. Эти деньги у государства. Мы сегодня платим 2,5 миллиона сомов аренды. Платим государству. И в декабре месяце по согласованию с мэрией города Бишкек, с хозяином здания, мы заплатили за полгода вперед, до 1 июня 2022 года. А потом вдруг в январе мы узнаем из интервью министра, через сутки пусть они освобождают здание. Слушайте, у нас законы есть или нет? У здания есть хозяин. Кичерисис, я добавлю. То же самое, ребята, с центром вот этой восстановительной диагностики. Вот так по щелку 2 пальцев он закрывает этот центр. Для этого должны быть основания, для этого должна быть законодательная база подведена. На основании чего он закрыл этот центр? Просто так вот раз и закрыл, такого не может быть. Существует процедура, вот правильно Алмазбек Асманалиевич сказал, целая процедура, как закрыть. За этим же люди живые стоят. Он закрыл Акрамова, все. Вот беспредел полный. Спасибо. Маша, вопрос был? Да, у меня был вопрос к вам, Алмазбек, извините, отчество. Османалиевич. Османалиевич, да, извините, пожалуйста. Да, я просто много лет отслеживаю ситуацию, и я знаю, что как минимум последние 2 года мэрия Бишкека поднимала вопрос о том, чтобы освободить корпус городской клинической больницы номер, на тот момент 6, сейчас она номер 2. И, насколько я знаю, в прошлом году, 21-м, или даже в 21-м, наверное, было принято решение, что аренда закончится, и вы освобождаете здание.
Потом оказалось, что все-таки договор продлили на еще, по-моему, 3 года. И депутаты неоднократно поднимали вопрос того, что вы озвучили сумму в $1 миллион, да, классно, за 25 лет. А если мне не изменяет память, то, по-моему, в месяц это 240 или 260 тысяч сомов, согласитесь, за сколько у вас, 1000 квадратов? За 1000 квадратов в центре города. И я просто знаю, что мэрия, по крайней мере, вот бывший руководитель Горздрава, и директор, наверное, уже бывший, они неоднократно поднимали этот вопрос, и он неоднократно рассматривался. И в прошлом году решение мэрия принимала, но все-таки продлила. То есть, как бы, с одной стороны, инициатива мэрии еще была, но у них не хватило, может быть, чего-то, чтобы довести этот вопрос до логического завершения с их стороны. Спасибо. В мэрии работает много человек, и в Горкинеше работает много человек, и у каждого свое мнение. Дело все в том, что сейчас больница государственная. Когда мы уйдем, она останется государственной. Мы сегодня лечим больных, там будут тоже лечить больных. Разница только в том, что сегодня государство получает 2,5 миллиона сомов аренды, а когда мы уйдем, не будет получать. Это все-таки большая разница. Во-вторых, причина, почему мы стараемся удержаться в этой больнице, это наша забота о наших пациентах. Люди сегодня бедные, денег нет у них. Чтобы заплатить за качественное лечение, я хочу подчеркнуть, качественное лечение. Это же дорогая аппаратура и так далее. Мы должны как-то выживать. Не путайте, пожалуйста, коммерческую аренду и государственную аренду, которую предлагает нам мэрия. Это две большие разницы. Но в сетях говорят люди безграмотные, мы это понимаем. Но грамотные люди должны понимать. Государственная аренда, муниципальная, она определяется в цене в своей именно Горкинешем и мэрией. И, конечно, мы стараемся ее сохранить, чтобы пациенты меньше платили. А мы же еще должны эту аренду собрать. Второй вопрос – это здание медицинское. Кто технически образован, понимает, что медицинские здания не отключаются от электричества. Как вы думаете, если ваш родственник лежит на операционном столе и у вас вырубается электричество, как вы это будете воспринимать? Приятно или нет? А у нас есть лазеры, которые просто какими-то генераторами там не запустишь. Понимаете, это же очень большое значение. Поэтому мы в порядке обычном закона обратились в мэрию, подписали договор, он действует, этот договор. Давайте работать в правовом поле. Если нужно его, допустим, расторгнуть, если есть на это основание, мы бы это проработаем, решим вопрос с окнами, с кондиционерами. Мы можем оставить там и кушетки, и банкетки, и стерилизаторы. Много чего для тех врачей, которые будут работать после нас. Но почему нет? Мы же люди. Мы же можем это договориться. Без оскорблений, без вот этих криков и хулиганских выходов. Вот о чем идет речь. И дело не в нашем здании. Таких зданий в городе сдается в аренду сейчас 1000. Речь о том, что нарушается конституция нашей страны чиновникам высокого уровня. Вот в чем дело. Спасибо большое. У меня вопрос есть к Бахтияру. Вы сказали, что вот недавний пациент ваш, ребенок, ему нужно было сделать исследование, и это было сделано в частной лаборатории, потому что в клинике этого нет. И вы очень горько говорили об этом. У меня в связи с этим возник вопрос. Вы врач-педиатр, то есть вы рассматриваете детей школьного возраста. Скажите, государством, Министерством здравоохранения, разве не предусмотрено их обслуживание бесплатно? Разве эта система сломана? В чем дело? Смотрите, в чем дело? Я скажу, вот вы можете даже, если не верите, сами потом сходите в этот институт кардиологии. Там получается у них расценка такая: до года около 700 сомов. После года, до года бесплатно, после года у них около 700 сомов. Раньше было 460 до года, после года, до года бесплатно, после года 460. Это решение Минздрава? Я не знаю, откуда, какое у них это решение, но у них такая расценка. Я спросил, а почему этот, вроде хотя бы до 5 лет должно же бесплатно быть? Это же государственное тоже учреждение. Нет, вот у нас такой прайс. Вот так. Я 4000 заплатила. Вот. В курсе ли министр об этом? Я не знаю, он в курсе. Он поменял там нового директора, поставил. После, получается, вот последний раз, когда вот это все волокита была, там цена каким-то образом выросла. Соответственно, и в частных учреждениях, это и в Кортексе, это и в кардиоцентрах,
раньше они 700-800 делали эту процедуру, сейчас у них за 1000 завалило. Потому что там, в государственном, у них стало 700 сомов. Понимаете, это же сравнение же. И я 99% говорю, что ни в одном поликлинике нету такого. Я вчера пошел, говорю, вчера я пошел, ЦСМ номер 1, сказал, вот мне нужно сделать УЗИ сердца. Чисто для примера. Меня отправили в частную, пожалуйста. Меня отправили в частную. Там же, в регистратуре, на месте. И тоже хочу немножко как бы отметить, что у нас все-таки тоже же есть на базе национального госпиталя отделение, глазное отделение. Это кафедра. Оттуда выпускаются все окулисты страны. Понимаете? Так дайте отделениям или больницам оборудование, которые стоят в частных учреждениях. Тогда у людей будет выбор. Если государство не может это сделать, пусть молчат. Вот реально, потому что если это сейчас все поднимать, нету. Большинство грамотных специалистов, они не знают, как сделать. Из-за этого выбора нету, отправляют, иди туда, потому что надо это пройти, надо это исследовать. Иначе никак. Извините меня, никто не хочет, чтобы в 2 года у ребенка выявляли порог, а почему раньше не сделали? На врача потом будут говорить, а что вы раньше не отправляли это? Так потому что и нету. Он через весь город едет, стоит там по полдня и делает это исследование. Это же, я еще раз говорю, это не ноу-хау. Это УЗИ сердца, УЗИ. Просто на аппарате УЗИ он стоит 30 тысяч долларов. У нас в Сокулуке за 2 миллиона сомов туалет делают. Ну это не про... В общем, речь идет, я понимаю, о разрушении системы здравоохранения. Да, это почему вы такие вопросы... Я правильно понимаю? Да, это должен он изначально был поднять, потому что он как врач, мы еще обрадовались, вот министр Бишиналиев тогда пришел, да, вот он сам врач, он, получается, и до этого был фармацевт, или еще там другие сферы, да, занимал. Так он должен был это понимать. А мне такое чувство, что он не понимает. Я не понимаю, как такой человек еще и преподавал столько лет на кафедре. Это же стыдно. Наверное, студенты от него убегали, блин. Реально, честно, это же стыдно. Вот если через интервью, через разные публично обзывается, извините, здесь, наверное, сидят люди, и вот каждого он задел. Вот Бельмет Бартабасовну тоже послал. Меня тоже назвал аферистом. Он послал зрителей. И зрителей послал. То есть кому, как он захочет, такие всех будет Я послать. чувствую, что сегодня он и меня пошлет. Я хотела спросить, пользуясь случаем, что в такой близкой доступности Алмазбек Осмоналиевич часто оперирует такими данными, что клиника микрохирургия глаза взяли кредит в свое время 8 миллионов, который сейчас дорос до 28 миллионов долларов. Этот кредит не отдан, и это негативно влияет на отношения с Южной Кореей, которые могли бы плодотворно развиваться. Вот я задаю вопрос, уточните вот эту ситуацию с первых уст, да, и неважно, какой будет ответ, я хочу сказать, что где правоохранительные органы? То есть где силовики, где судебная система, где АКС ГКНБ, в конце концов, фискальные органы, счетная палата? Почему не предъявляют те, у кого есть полномочия об этом говорить, у кого есть компетенции и должностные обязательства это все разъяснить? Почему министр здравоохранения, цель которого снижать смертность и заболеваемость населения, почему-то стал вышибалой долгов там и так далее? То есть на самом деле, если есть какие-то основания, то они должны быть предъявлены. И эта деятельность Министерства здравоохранения должна быть официально прописана. Я могу подтвердить, что очень многие решения не подтверждены приказами, не подтверждены подписью официального лица. Потому что рано или поздно, да, это будет выяснено, что это было нелегитимное решение, нелегитимные какие-то утверждения. То же самое вот увольнение в один день. Это совершенно ни в какие рамки, потому что предупреждают за 2 месяца вперед тех, кого хотят уволить, например.
о закрытии, о ликвидации больниц, центров, там, ЦСМов там, и так далее, это, простите, должно входить в стратегию развития системы здравоохранения 2030, если входит. Это должно входить в планы мероприятий Минздрава на 2-3 года вперед, где ежегодно Джордж Кокинеш утверждает эти планы. То есть это должно быть на самом деле целевое расходование средств, это должна быть реализация государственной политики охраны здоровья населения. Мы это не видим, я вернусь к своему вопросу вот насчет этого гранта. И хочу сказать, что Бахтияр прав. Если у государства не хватает сил, средств, чтобы обеспечить государственные гарантированные услуги, то самый цивилизованный выход из этого – это государственно-частное партнерство. И мой второй вопрос к вам. На каком основании, на каких условиях вы пошли на это государственно-частное партнерство? Потому что предполагается, что государство не может, если услуги оказывать, то оно предоставляет условия, ту же территорию, например. И в ответ на это частная клиника определенный объем своих услуг должно предоставлять уязвимому населению бесплатно. То есть это не подвиг, это не просьба, это не просить там что-то, это требование, которое должно быть в рамках договора с государством описано четко. Какая часть пациентов принимается бесплатно, какие базовые услуги оказываются, какие сложнейшие специфические операции производятся на дорогостоящем оборудовании, дорогостоящем лечении и так далее, и так далее, и так далее. Сколько консультаций и каким прослойкам населения оказывается. Пенсионерам, детям, ЛОВЗ и так далее, и так далее. Вот у меня два вопроса. Один по кредиту в 28 миллионов долларов и второй по условиям ГЧП. Спасибо. Можно я попрошу? Геночка, можно там бумагу дайте, то, что мы нашли? И еще, можно пару слов я добавлю? Вы же сказали, Галимет озвучила ваш Сізде корейская компаниядан кредит алуда Улуттук университеттин корпусун башкы имаратын залогко коюп койгон депчи. Ошол боюнча айтсаңыз. Я хочу сказать, что частное лицо ни при каких условиях не может выставить имущество государства в качестве залога. Это в принципе невозможно. Когда-то был проект, когда Национальный университет хотел создать у себя медицинский факультет. И я считаю, что это правильно. Такие факультеты были созданы в АШЭ, и в КРСУ и так далее. Но по определенным причинам этот проект потом остановился. Если будет интересно, приходите, я потом подробно расскажу. В 2001 году Управление по борьбе с экономическими преступлениями, тут бумага у меня с собой, пишет, что на ваш устный запрос сообщаем, что при получении технического кредита от южнокорейской компании Медисон в виде медицинского оборудования, не денег, а оборудования, находящегося на территории горбольницы 6, фактов нарушения действующего законодательства не установлено. Это не Финпол, тогда еще Финпола не было, это назывался ГУБЭП, Государственное управление по борьбе с экономическими преступлениями. Это юристы, этим занимались профессионалы, понимаете? Поэтому нарушений закона нет. Правительство нашей страны, которому мы все подчиняемся, приняло решение, что этот кредит частный. Это точка. С этого момента государство не имеет к этому никакого отношения. Министр просто юридически не понимает этого. Невозможно поставить корпус какого-то университета в залог частному лицу. Это просто невозможно. Это же чушь, понимаете? Но почему тогда посол Кореи поднимает вопрос о том, что именно КНО должен этой корейской компании? Смотрите, у нас, вы правильно вот задали вопрос, почему этим не занимается счетная палата? Потому что из бюджета страны не ушло ни одного сома. Посол Кореи пусть придет и поговорит с нами, и мы ему объясним, какая там была ситуация. Это дело было в 1997 году. Чем вы занимались в 1997 году? Скажите, вот все присутствующие. 25 лет прошло. За это время знаете, сколько людей было юридически образованных? Прокуроров, следователей,
руководители финполиции. Это все изучено 1000 раз, и этому уже дана оценка, даже судебная. Но уже поставьте точку, хватит вот это поднимать, просто, знаете, лишь бы очернить человека. Есть презумпция невиновности. Виновным человека может назвать в правовом государстве только суд. Есть у кого-то документы какие-то, не надо ими махать, отнесите их в прокуратуру. И все. Все. А Судебные сейчас исполнители судебные есть. разбирательства идут между Министерством образования и вашей клиникой или нет? Я не знаю, если у них есть какие-то претензии, пусть пришлют к нам повестку людей или что-то. Но это не решается вот с журналистами или на площади или где-то. Это же правовая страна. Песка. Машина песка там и так далее. Судебных разбирательств между вашей клиникой и Министерством образования? Клиника вообще к этому не имеет отношения. Тогда в то время клиники еще не было. Мы работаем уже 1,5 часа, вы ответили. Да. Значит, что касается частно-государственного партнерства. Есть страны, мне пришлось некоторое время вот учиться в Великобритании, там, например, частный врач, получая лицензию на частную деятельность, обязан 2 часа в день работать на государство. Но у нас таких законов нет. У нас частники как бы отделены от государства, сами по себе живут. Конечно, это неправильно. Сегодня посмотрите, сколько частных центров у нас в Бишкеке. Через каждые 100 метров частный центр. И мы не можем сегодня нормально все это скоординировать. Вот в чем работа министра. Не делить на частников там, ведомственные больницы, религиозные. Надо сделать так, чтобы людям была доступна качественная медицинская помощь. Вот в чем будет реформа. А вы в курсе, Алмазбек, вы в курсе, что существует ассоциация негосударственных медицинских учреждений? Нам поступило обращение с их стороны, которые поддерживают мысль о том, что сегодняшний министр действительно дискредитирует власть и разрушает медицинскую систему здравоохранения. Вы знаете о существовании ЭТС? Да, мы являемся членами тоже этой организации, потому что частные медицинские учреждения объединены в различные общественные организации. И в эти дни поступает огромное количество звонков, писем, обращений от разных клиник, потому что они все боятся, что завтра произойдет такое беззаконие с каждой из них. Я должна завершить пресс-конференцию. Наше время истекло, и поэтому у меня к вам просьба, Галина Александровна. Пожалуйста, еще раз для СМИ, для общественности, лично для уважаемого господина Бейшаналиева, резюмируйте суть сегодняшних выступлений. Чего вы требуете, как вы оцениваете его деятельность, какой реакции от властей вы ожидаете? Ну, я, по-моему, достаточно четко обозначила это в своем выступлении. Мы сегодня требуем наши органы власти отстранить министра Бейшаналиева от занимаемой должности. Такие люди, как Бейшаналиев, не имеют ни морального, ни политического, ни человеческого права возглавлять такую систему, которая призвана лечить не только значит, физическое состояние людей, но и души людей. Сегодня нанесены такие раны многим людям, что я не знаю, как мы сможем их залечить. Вот мое резюме. Мы требуем, штаб наш требует, и все люди, которые подписываются под нашим обращением, требуют отставки министра здравоохранения Бейшаналиева.